Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики наших социальных сетей. Бүгін біз Алтын Орда мемлекеттіліктің бастаулары атты тарих сағатына жиналып отырмыз. На протяжении всех этих лет было написано множество трудов о легендарном государстве, которое и по сей день продолжает волновать умы ученых и писателей. Олай болса, Алтын Орда қайдан пайда болды, қашан болды, қайдан шықты? Осы және басқа да сұрақтар бізде бүгінгі туындап отырады. Да, откуда же появилось само название «Золотая Орда»? Насколько известно, Алтын-Ордой называлась ханская юрта-резиденция, позолоченная снаружи. Настоящее историческое название этого великого евразийского государства – Улык-Улыс, Великий Улус или Великое государство. Именно так оно именуется во всех тюркских письменных источниках, как собственно ордынских, так и внешних. Осы және басқа да сұрақтар әрине бүгінгі таңда бәрімізді мазалап отыр. Осы және басқа да сұрақтарды тереңнен шешу үшін бізге меймандарымыз келіп отыр. Сағындық Салмурзин Досмақұлы, біздің тұрақты оқырманымыз, қонағымыз, облыстық музей бірлестігінің қызметкері, этносаясаттанушы. Замзагуль Хакимжоловна Закирина, архивист Северо-Казахстанского государственного архива. Заурия Финесовна Картова, кандидат исторических наук, директор Института социально-гуманитарных исследований Рухани Жандару. Және Меруерт Түлекова, Манаш Қазыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің тарих, экономика, құқық факультетінің тарих мамандығының 4-ші курс студенті. А также у нас сегодня в гостях Жангильды Уакпанович Тажин, председатель Совета ветеранов города Петропавловска, и Имангали Султанович Татваев, заместитель председателя Совета ветеранов. Кипчаки, намады, тамга. Знакомые, но не очень понятные слова. Сагидык Досмакович, расскажите, пожалуйста, как все начиналось, как образовалась Золотая Орда? Ну, если говорить по-русски вообще, что интересно, почему именно Золотую Орду, именно 750-летие Золотой Орды у нас стали в основном поднимать. Вопрос вначале был Казанский университет и институт истории имени Марзани, тоже в Казани, да? Они начали этот разговор вначале, но вы знаете, по некоторым понятиям, так сказать, причинам в России этот вопрос не поднимали очень широко. И наш президент как-то уже взял эту идею, и наши ученые давно уже шли к этому. И Золотая Орда, именно эта дата началась именно с того, что вот именно в Таласе, Талас, знаете, Тарас, да, наш, рядом, 750 лет назад, именно там, и здесь в 69 году состоялся Курултай. Это как в 13 веке, как Беловежская пуща была. И вот там единая империя Чингисхана, она уже, так сказать, перестала существовать. И именно тогда вот Улук-Улус, это Великий Улус, это Золотая Орда. Правильно ее называют, значит, Улук-Улус, потому что Золотая Орда это в исторической литературе России появилась, на Западе. Вот. И вот с этого момента, значит, можно сказать, это уже окончательно независимое государство на нашей территории. Курултай у нас прошел, так что на нашей территории и среди наших, так сказать, предков, а не только нас, но и ногайцев, каракалпаков, можно сказать, и крымские татары, а башкиров, именно вот это вот образовалось. Бытовавшая ранее точка зрения об общей примитивности монголов эпохи Чингисхана всегда вызывала сомнения. Например, есть мнение, что население золотоордынских городов было знакомо с чугунно-литейным производством. Это утверждение подтверждается фактами? Как вы думаете, уважаемые спикеры? До сих пор современные технологии до сих пор не могут сделать такого же уровня, такого же качества оружие, изделия такого, как говорится, такого уровня. Поэтому надо сказать о том, что сегодня, конечно, там
говорить о том, что это было дикое поле, там, ну, вот, распространено такое мнение. Нет, это по уровню цивилизации, по уровню технологии в то время, передовой технологии. Тюркское государство могло существовать, завоевать и удержать на столько столетий свое государство. Да, потом поэтому надо говорить о том, что действительно цивилизация была очень высокая. Технологический, как говорится, уровень этих народов, которые жили в это время, был очень высок. Поэтому, как говорится, они могли создать такое огромное государство, сохранить его веками. Вот такое дело. И мы гордимся, что это государство находилось на нашей территории, что мы являемся правопреемниками этих государств. Если на территорию от Алтая до Дуная, мы говорим, и на территории Казахстана 3 крупных центра, которые являются духовными, политическими, социальными центрами Золотой Орды. Это Сарайшық, это Туркестан и это Улутау. И, наверное, не случайно президент Республики Казахстан Улутау Сухбатында говорил о том, что нужно на территории Казахстана, в районе Улутау, это центральный Казахстан, нужно искать памятники истории, которые принадлежат именно к этому периоду. Но более того, наверное, как по самому мы на территории Северо-Казахстанской области, в Алихановском районе, также нашли памятник средневековый, он называется Кызылуба. Недалеко от этого памятника есть именно обожженные из кирпича памятники, которые принадлежат периоду Золотой Орды. Сейчас мы изучаем 2019 года совместно с Павлодаром, ведутся археологические раскопки на этом памятнике историко-культурного наследия. Если говорить о территории Золотой Орды, то подтверждение тому, что Казахстан находился в центре, Казахстан Ақ-Орда, как мы сказали, в Казахстане есть памятники, которые принадлежат именно Золотой Орде, сейчас это подтверждается и археологически, и научно. Ну, я тут хотел добавить, что... Не работает? Работает. Значит, я был на 2011 году, был в Омске на Большом тюркологическом конгрессе. Тогда археолог из Кемеровской области, Юшков, кажется, фамилия, он мне сказал, что он нашел резиденцию Урус-хана. Урус-хан – это на юге Кемеровской области. Представляете? Вот. И он говорит, резиденция полностью, она, это захоронение его, там, его жен, его слуг, его лошадей, даже собак. И он нашел, он искал деньги. И обращался в Алмату. Я говорю, а зачем искать в Алмате, когда сидит Тулеев у вас? И он говорит, да я забыл, что он казах. И вот, ну, я не знаю, там дальше как было. Но я не о территории хотел сказать, но на самом деле вот Урус-хан – это золотоордынский хан. Но вот это вот уруситская ветвь Чингизидов, да, это все наши ханы. Это и от Джанибека Кирея до последнего Келесара. Все они уруситской ветви. Поэтому нам говорит о чем-то, что мы там чужды, этому вопросу нет. Господа, Рахмет. Мы вот сейчас послушали ответы наших спикеров, да? Давайте теперь посмотрим, как режиссер фильма Тимур Алпатов видит встречу Мингу Тимира с великим князем Владимиром, Ярославом, простите. Экранға назар аударсақ, Золотая Орда. Фильм? Я фильмнен шағын үзінді көрсек. Там кино. 16 сериялы кино. Он Сериал, да? Ну, это казахский артист играет. И девушка. Я немножко изучал этот вопрос. Ну, примеров много, вообще-то. По основной пласт у нас казахского фольклора во многом общий, он и ногайский период, и башкиры, каракалпаков, казанский, крымский татар. Вот. Это вот образ эмира Едіге и Асанкайга, вот, советника Аш-Жанибека. Вот. Аш-Жанибек это тот, который был не тот Жанибек, а золотоордынский Жанибек, Аш-Жанибек. Потом, вот, кстати, нашего, собственно, казахского историка Хадырғали Жалаили, его книга «Жамиғат Таварих». Это первый казахский исторический труд, где очень золотоордынская книга по содержанию, она имеет прямую связь с казахского ханства и Золотой Орды, дает внутренний взгляд на ее эту историю. Потом ярко отразилось влияние Золотой Орды на духовной культуре Казахстана. Именно от Орды
от хана Берке, узбека, мы унаследовали наш традиционный ханафитский масхаб суннизма с его рациональным подходом, толерантностью. На территории Казахстана имеется огромное количество письменных источников и культурных памятников, связанных с Золотой Ордой. Например, историкам хорошо известно, что Казахстан является своего рода чемпионом Центральной Азии по количеству надгробных надписей Золото-Ордынской эпохи. Я хотел добавить, Саврики Несовна еще, кроме Кызылорда, я сам с Павлодара, в Баянауле нашли очень большие города времен Золотой Орды. Тот же Тимур Смагулов, который здесь раскопки делает, он раскопки параллельно делает и в Баянауле, это Павлодарская область. И знаете, кстати, раскрыли-то, что говорил Жаке, там эта территория, она много, десятки километров, да, раскрыли только одну и нашли 800. А у нас тоже из 7 мавзолеев 1/4 часть только раскопали. И то нашли изделия, которые мы в музее показывали. Там и золото есть, и серебро, и все остальное. Монеты. Еще, значит, мавзолей Жошхана в Улутау, не случайно же это Ключи-хан, и именно в центре Казахстана стоит его мавзолей. А рядом есть Дамбаул. Все считают, что это Урусхан, но некоторые считают, что, возможно, это могила Чингисхана. Поэтому еще раскопки предстоят, наверное. И как говорили, что Атырауской области Сарайшық, там Тохта и Ажанибек были, потом Джанибек и, Қасым были. И тоже символично. Там похоронен, кстати, еще. Да, там казахи всегда называли это Гурьев Ющук. Поэтому Сарайшық, Ющук, там древний город неподалеку от Гурьева находился. Потом слово тенге, как раз это происходит от названия золотоордынской валюты танк. Тенге, деньги. Все это оттуда пошло. Деньги, тенге. Во-первых, жунгары были не тюркоязычные, а на самом деле тюркские народы. Их потом называли. Айраты, да? Айраты, да. И, как говорится, было время, когда это было единый народ, единое государство. В угоду политики других государств, это великих империй Китая и России, они были, как говорится, разделены, поставлены, как говорится, такие условия. Взаимная дружба, взаимопомощь, взаимное развитие этих государств. Мы не должны снимать со счетов, мы должны сегодня объективно подходить. Так что говорить о взаимоотношениях наших предков, тех людей, которые жили на нашей территории и с другими государствами, стоит в корне пересмотреть. На самом деле, сегодня на этом фоне разыгрывают карты, скажем, там, всякого рода националисты, всякого рода, как говорится, те люди, которые не хотят мирно наших взаимоотношений. Поэтому я считаю, что такие конференции, такие, как говорится, встречи нужны и для молодежи. Мы должны об этом говорить. Сіздердің назарларыңызға тағы да экранға назар аударсақ. Сейчас мы посмотрели эпизод из художественного фильма. Но нам интересно, как реально переходила власть от одного хана к другому. Какой был государственный строй, военная организация Золотой Орды? Кто-то может прокомментировать этот эпизод? Подробно описано политическое устройство Золотой Орды. Золотая Орда – это было государство, которое строилось как тюркский каганат. Правое крыло и левое крыло. В правом крыле было 5 наименований племенных объединений, и в левом крыле. О том, что войско делилось на тысячников, сотников, наверное, все знают, кто читал литературу. Политическая власть передавалась по роду чингизидов, это потом перешло во все тюркские государства после Золотоордынские. И хотелось бы сказать о том, что достаточно подробно о периоде Золотой Орды мы можем прочитать в письменных источниках, это Алтын Дефтер или Копящий жребий. Очень много актовых источников периода Золотой Орды сохранилось у нас, так называемые ханские ярлыки, в которых подробно описывается о том, что в Золотой Орде была канцелярия. Впервые за период развития человеческой цивилизации возник орган канцелярии Дюань. И в этот орган он занимался делопроизводством, государственными вопросами, мирской службой. То есть очень много свидетельств о том, что это государство для того, чтобы управлять своими отдельными
регионами, оно создавало достаточно мощную политическую структуру, которая потом была перенята и Казанским ханством, и Крымским ханством, от потомками которого являются современные тюркские народы, проживающие на территории Российской Федерации. Здесь дело в том, что вот, на основе, на модели Золотой Орды были вот разрозненные все княжества России, они пришли к единому такой структуре государственности. По идее, вот наша структура, допустим, Казахское ханство, это прямо конкретное продолжение именно Золотой Орды, вот этой государственной строй. А вот Россия, она переработала, так сказать, вот это единый центр, потом Московское царство, все это было взято. И сами знаете, что почта, таможня, деньги, вот сейчас сказали, значит, канцелярия, вот эти все вопросы, дипломатия, потом вот эти аманат. Караул. Да, вот это все взято оттуда. Дело в том, что даже вот если взять ближнюю историю, когда уже Петр пришел, ну, они даже, некоторые европейские страны, они учились, например, до этого они учились у Аттилы, который достиг до Рима, допустим, да? К теме Золотой Орды, наверное, наши историки будут возвращаться еще не раз. И правильно сказали, если вот я не пойму, вот 7, мы говорим, да, вот Сабунс, только какую-то часть, да, Сабунс Досмач, раскопали, выкопали, изучили, да, а сколько еще придется изучать, да? И вот сегодня отрадно, что, говоря о преемственности поколения, сегодня молодое поколение тоже интересуется историей. И для этого есть, конечно, у нас специальные факультеты есть. И наша следующая участница сегодняшнего мероприятия в своем выступлении хотела бы отразить такую тему: место золотоордынской цивилизации в истории Евразии. Мирьер, мы хотим вам дать слово. Мархабат. Хочется сказать о том, что период существования единой Золотой Орды – это период расцвета золотоордынской цивилизации. Впервые Золотая Орда как цивилизация еще была известна с 1998 года с таким историком, как Кульпин. Также Кульпин, он характеризует Золотую Орду как особую цивилизацию. То есть период существования самой Золотой Орды – это время расцвета золотоордынской цивилизации. Также многие историки находят ответ в том, что проявление способностей части населения, вот как мы говорили сейчас про разные народы, этносы, вот к быстрому для средневековья, стремительному процессу обучения, изменения и творчества. Вот. Также хочется сказать о том, что золотоордынская цивилизация она занимала самостоятельное и значительное место в истории Казахстана. Эта цивилизация является мостом между Западом и Востоком. Также можно сказать о том, что золотоордынская культура она впитала все достижения Средневековья многих тюркских и других народов. Біздің қонақтарымыздың бірі Заңдыгүл Кәкімжол қызы өзінің баяндамасында қысқаша мекемеде атқарылып жатқан жұмыс туралы айтып бергісі келіп отыр. Сөз сізге. Я очень рада, что сегодня состоялось еще одно мероприятие, посвященное такой великой дате, 750 лет Золотой Орды. Мы в своем Терко-Казахстанском государственном архиве тоже проводили мероприятие в режиме онлайн-конференцию. И вот свое видение этой темы раскрывали не только казахстанские ученые, приглашенные, но и выражали свои мысли и преподаватели, практики, исследователи из России, из Киргизии. Поэтому вот те мысли, которые сегодня высказали уважаемые гости, они созвучны тому, о чем мы обсуждали. И действительно, вот эта мысль о том, что изучение Золотой Орды очень важна этой темы, потому что Казахстан является одним из главных наследников Золотой Орды. Именно Золотая Орда стала промежуточным скрепляющим звеном между историей Казахского ханства и более древними пластами нашей истории – кипчакским, древнетюркским, хунским. И уже говорили о том, что в советский период именно искусственное изъятие этого звена породило целый ряд теоретических проблем казахстанской историографии, прежде всего лишив его целостности.
и превратив в разбитое зеркало как бы. И действительно с 1944 года было официально запрещено изучение этой темы. И, конечно, вот сегодняшний разговор говорит о заинтересованности ученых, студенток очень радует, что и молодежь готова эту тему рассматривать, вызывает интерес такой. Ну, вообще, для чего нужна эта тема? Мы раскрыли в таком плане, что память о Золотой Орде могла объединять несколько тюркских народов, давать им живое чувство единства своей общей истории. И вот говоря о мыслях наших коллег, например, выступление преподавателей истории из Краснодарского края о том, как раскрывается тема Золотой Орды в российских учебниках по истории. Значит, его мысли такие были: золотоордынский период не рисуется только белыми или черными красками, раскрывается объективно. Импонирует подчеркнутая религиозная толерантность правителей Золотой Орды. Не было преследования по признакам вероисповедания. Религиозная терпимость была абсолютной. Православная церковь была освобождена от налогов. Корни многих семей уходят глубоко в период Золотой Орды. Многонациональная империя Золотая Орда выявила необходимость изучения языков. Развилось переводческое дело, почтовая служба. Все это способствовало расширению связи между народами и взаимному проникновению культур. Вот в итоге Олег Борисович обратил внимание, что две цивилизации, западная и восточная, они как бы обогатили взаимно друг друга. И Золотая Орда стояла у истоков глобализации, построив крепкий мост между Западом и Востоком. Нашу выставку можно чисто условно поделить как бы на три части. Значит, это история Великой Степи, история правителей Золотой Орды и художественная литература о Золотой Орде. И вот особое внимание хочу обратить вот на это роскошное издание «Великая степь». Вообще, первоначально авторы предполагали выпустить просто свод законов древнеримских и древнегреческих авторов. В общем, это предполагался небольшой свод такой для специалистов, но по мере углубления в эту тему, вот посмотрите, в какое огромное произведение это разрослось. И в результате, значит, здесь 500 сочинений и 157 авторов. Ну, честно скажу, для нас, конечно, для нас, библиотекарей, это слово сложно и непонятно, а для вас, специалистов, наверное, это будет интересно. Значит, еще обратите внимание, вот эти вот три книги, это книги серии «Знаменитые люди Востока». Очень интересная серия, она на двух языках, она и для детей, и для взрослых. Вот эта книга «Великие битвы кочевников». В общем, достаточно сказать, что первая битва – это битва Томирис и Кира, а последняя – это 1771 год. Егерде басқа да сұрақтарыңыз болмаса, наверное, это мероприятие у нас сегодня не состоялось бы, если бы в эту историю не вмешался один человек. Осы мекеменің басшысы, Ишухов атындағы орталық кітапхананың директоры Назия Тахабайқызы осы шараға көптегендер ат салысып, қол ұшын беріп деген сияқты осы шараны ұйымдастырып жатқан, ұйытқы болып жатқан осы кісінің арқасында. Сондықтан сөзді сізге берген отырмын. Рахмет. Добро пожаловать, уважаемые гости. Мы очень вам благодарны, что вы сегодня согласились принять участие в нашем мероприятии. На мой взгляд, мероприятие прошло хорошо. Информация была получена в полном объеме. Тема Золотой Орды, она до конца не изучена. О ней можно только еще говорить, исследовать. Я даже, когда я обратилась за помощью к Сагантаку Десмаковичу, он мне сказал, говорит, ты одна из учреждений культуры, обращайся к этой теме, это очень серьезная тема. Вначале было немножко страшновато, но сегодня я вот услышала к своему студию, я не знала, что конференция прошла, может быть, это. Вот. Еще раз благодарю вас всех за присутствие. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, не болейте, чтобы пандемия коронавируса больше нас не огорчала, чтобы это все осталось в прошлом, где-то в книгах, в летописях, в журналах, газетах. А мы с вами только встречались по хорошему поводу в стенах нашей библиотеки. Добро пожаловать, приходите. У нас очень интересная литература. Заодно похвастаюсь, что у нас самый лучший художественный фонд по области, потому что к этому вопросу я сама отношусь ответственно, и мои коллеги тоже. Ну, что может
знак признательности подарить библиотека. Это, конечно, книга. Я хотела бы вам вручить небольшие сувениры. Привет. Понравилось.